хартанам. Мен был дурмадым. Обед, ашадым. Көрішкенже хартанам. О, сен қартананен ана тілінде лaf етесің? Мен шаштым. Біріншіден, Мирабайша. А во-вторых, что ты сейчас сказала? Мераба, Рушен. Мен шаштым. Я удивлена, поражена. От глагола «шашмак» – удивляться, поражаться. Но у этого слова очень много синонимов в крымтатарском языке. Один из них – айретлинмек. Шашма, Айше, лучше проверь, как я выполнил домашнее задание. Яхше, шимды тешкиреик. Сейчас проверим. Первое задание. Буранджи вазифе. Вместо точек вставьте нужную букву. Отмек – отмега. Мушык – мушыгы. Элек – элега. Тавук – тавугы. Мектуб – мектубы. Емек – емега. Япрак – япрагы. Пычак – пычагы. Ат – ады. Катык – катыгы. Мектеп – мектебы. Задание второе. Эконджи вазифе. Проспрягайте глаголы япмак, пошермек, турмак в будущем категорическом времени в единственном и множественном числе. Единственное число – первое лицо. Мен япаджахам, пошереджегам, тураджагам. Второе лицо – сен япаджаксан, пошереджексан, тураджаксан. Третье лицо – о япаджак, пошереджек, тураджак. Множественное число. Первое лицо – быс япаджакмас, пошереджекмас, тураджакмас. Второе лицо – сыс япаджаксанас, пошереджексанас, тураджаксанас. Третье лицо – олар япаджаклар, пошереджеклер, тураджаклар. Задание третье. Учунджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Эмир отмек кеседжек. Картанам хамыр басаджак. Ожалар вазифе береджеклер. Біз алуштаға бараджакмыз. Сен китап окуйджаксын. Сіз сөз береджексiniz. Anladım. Sarı yağ, süt, otmek, bal, yumurta. Da ne almak gerek? Aha. Yaxşı anam. Pırnıç ve toz şeker da satın alırım. Görüşkence. Я так понял, мы идем в магазин, без тюканхаки темас. А как ты догадался? Ну, знаешь, моего словарного запаса уже хватает, чтобы понять некоторые слова. Например, шекер, отмек, сют. Для начала я подумал, что ты столько съела на завтрак, но потом понял, что ты бы столько не осилила, а вот я бы смог. Поэтому, видимо, речь идет о магазине. Сен аклысын. Біз ашайт тюкенына кетеміз. Мы идем в продуктовый магазин. Ашайт продукты, продуктовый. Ну и, конечно же, ты узнаешь много нового о продуктах питания. Ашайт маларе – продукты питания. Там же мы повторим глаголы прошедшего, настоящего и будущего времени. Ну и я куплю все, что мне поручила мама. Сен мана ярдым этерсін мы? Эбет, ярдым этерым. Айде, кетейік. Рушен, мана отмек сатын алмақ керек. Сен оны көресің мы? Отмекне кормием. Белки о башка ерде тура. Мен bu yerda пірніч көрем. Ну хорошо, давай познакомлю тебя с названиями круп на крымтатарском языке. Крупа на родном языке – курпе, а мука – ун. Курпе – крупа, мука – ун. Верно. Джилап – овес, тюй – пшено и карабогдай – гречка. Бу – джилап, бу – тюй, бу – харабогдай. Интересное название, в нем есть слово «черный». И богдай – пшеница. Гречку у нас называли черной пшеницей – карабогдай. А как называют манную крупу? Ох, как я ненавижу эту кашу. Манку у нас называют ирмык, а ненавистная тебе манная каша – ирмык боткасы. Угу. Ирмык – манка и ботхасы – каша. Каша по-крымтатарски ботка, но в сочетании с существительным ирмык, манка, к нему прибавляется аффикс принадлежности – сы. В сочетании с прилагательными этот аффикс не добавляется. К примеру, сутлю ботка – молочная каша. Это как стерек и тереге. Помнишь? Алма тереге, но я прохла терек. Да, я помню. Значит, каша ботха, верно? Угу. Получается, мен пернич ботхасыны севем, ирмик ботхасыны севмеем. Туневын насыл ботка ашадын. Тюневин хара богдай, ботхасаны ашадым. Ярын картанан сана насыл ботка пошереджек. Белки, тюй ботхасыны пошереджек. Ясен насыл ботханы севесін. Мен мысыр богдай боткасыны севем.
Богдай пшеница. А что такое мысыр богдай? Это кукуруза, а в дословном переводе египетская пшеница. От слова «мысыр» — Египет. Какое интересное слово. Видимо, к нашим предкам кукуруза впервые попала из Египта. А кофе, видимо, сначала вошло в моду в Турции, а уже потом пришло к нам в Крым. И сразу стало любимым национальным напитком. Впрочем, чай мы тоже любим и называем его также чай. Мен ешиль чай чем? Я сен. Мен кара чай içem. Sen şekerli çay içesin mi? Йох, мен шекерсыз чай чем? Пырнычны ал lütfen. Яхшым. Sağ ol. Я так и знала, что тебе нужно искать там, где мясо. Мясо – это. Эд, хорошо, а как тогда будет баранина, говядина, курятина? А ты подумай сам. Баран – кой. Ну, получается, баранина кой эд? Ну что ты на меня так смотришь, будто баран это я? Ты, конечно, не баран, но память у тебя как у курицы. Кстати, тавок – курица. Мы же только что говорили о связи существительного с существительным и прилагательным. Хой баша. Если бы рядом с существительным «эд» стояло бы прилагательное, ну, предположим, «лизетле», то тогда получилось бы «лизетле эд». Верно? Вот. А так получается «хой это», верно? Итак, Получается баранина «кой это», а курятина «тавук это», верно? тавок – это. «Тавук это», верно? Хорошо, а как тогда будет корова? Корова – сыгыр. Сыгыр. Получается говядина сыгыр это? Можно и так, но правильнее будет тувар это. Тувар – животное, скотина, но именно так называют у нас говядину. Ладно, перейдем к молочным продуктам. Сен мындах ты холоджахсын ма? Yok, мен мында süt ve йогурт alacağım. Sonra ise peynir ve yumurta alacağım. Сют это молоко, йогурт, ну это, конечно же, йогурт. А что такое пеныр? Это сыр? Пенир – это брынза, а сыр у нас называют кашкавал. Пеныр, хашхавал. Что такое юмырта? Юмырта – яйца. Кстати, сразу быстрая проверка на знание числительных. Сколько яиц мне нужно взять? 50 или 30? Сен эли юмырта алмайджахсын, сен отуз юмырта аладжахсын. Айше, а ты ничего не забыла? Мама говорила тебе по телефону про что-то желтое. Сары, сары. Кабахбаш. Ну, конечно, сары ях. Ях – масло. Все, больше ничего не говори. Я ведь не хабахбаш, как ты. Так, получается, сырыях, желтое масло – это сливочное масло. Тогда оливковое масло будет зейтун ягы, а кукурузное мысыр богдай ягы. А как будет подсолнечное? Кунь айлан яга. От слова подсолнечник – кунь айлан. Дословно вертится вместе с солнцем. Кунь айлан ягы, кунь айлан. Угу. Ну, вроде бы ничего не забыла купить. А шахасын мы? Мена шихам, ама беждахам бар. Тогда запиши домашнее задание. Первое задание. Бырынчы вазифе. Переведите на крымско-татарский язык. Задание второе. Экынчы вазифе. Найди слова в крымско-татарском словаре и переведи. Задание третье. Учунчы вазифе. Переведи на крымско-татарский язык.